Здравствуйте, уважаемые телезрители. С вами программа «Ваше право» и в студии прокурор Урмарского района Александров Денис Родионович. Сегодня мне хотелось бы рассказать вам о проводимых прокуратурой района проверках при исполнении законодательства о контрактной системе. Ну и в частности о результатах одной проверки, которая проведена была в ноябре текущего года. Так, в ходе мероприятий было выявлено, что в июне 2019 года между обществом с ограниченной ответственностью «Эдис» и бюджетным учреждением Урмарская центральная районная больница был заключен контракт на капитальный ремонт детского отделения и женской консультации поликлиники Урмарской ЦРБ со сроком исполнения до 30 ноября 2019 года. Как было выявлено в ходе проверки, в установленный срок обществом с ограниченной ответственностью «Эдис» необходимые работы не были выполнены, предусмотренные контрактом. Срок выполнения работ был нарушен обществом, в связи с чем прокуратура района было возбуждено административное дело по части 4 статьи 7.32 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации в отношении руководителя общества. Материалы прокурорской проверки для рассмотрения направлены в Управление Федеральной антимонопольной службы по Чувашской Республике, и по результатам их рассмотрения руководитель общества был привлечен к административной ответственности в виде штрафа. Также прокуратура района для устранения выявленных нарушений в адрес руководителя общества было внесено представление, которое в настоящее время находится на рассмотрении. Хотелось бы довести до вас небольшую судебную практику, которая сложилась по Урмарскому району в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотических средств. В основном у нас совершаются преступления небольшой тяжести, связанные либо с незаконным хранением наркотических средств, ну и большее распространение у нас получили именно незаконное культивирование наркотических средств. Так, в частности, недавно прокуратура района было поддержано обвинение в суде в отношении 58-летней жительницы района, которая обвинялась в незаконном культивировании наркотикосодержащих растений. Ей вменялось в вину незаконное культивирование, а именно выращивание 17 растений мака. Казалось бы, здесь нет такой большой общественной опасности, как кому-то может показаться, но в то же время закон жестко регламентирует крупный размер наркотикосодержащих растений. Он составляет до 10, это получается административное правонарушение, культивирование, до 10 наркотикосодержащих, и свыше 10 это уже уголовно наказуемое деяние. В данном случае на ее приусадебном участке было обнаружено 17 растений мака. Вину в совершении указанного преступления жительница района признала в полном объеме, и по результатам рассмотрения судом, с учетом всех смягчающих обстоятельств, ей было назначено судом наказание в виде штрафа. Данное решение вступило в законную силу. У меня все. Спасибо за внимание.